Всем привет! Вы на канале Алекс Талка. В этот раз я посетил новый для себя объект. Этот заброшенный старый рудник находится он в Приморском крае. Пока по одной причине я не могу назвать, что это за место и где оно находится. Скоро я сюда еще раз вернусь и уже расскажу, что это за место. А пока я решил съездить и разведать этот заброшенный объект. Сразу скажу наперед, меня это место поразило своим масштабом. Я еще никогда так не спускался глубоко под землю и тем более в одного. Перед началом ролика не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. Чем больше лайков, тем больше ваша поддержка. Также не забудьте подписаться на мой инстаграм, там вы найдете фотографии тех мест, которые не попали в видео, а также другие поездки. Ссылку вы найдете под видео. А я начинаю свой путь на заброшенную штольню. Я что боюсь, что камера, перепады температур будут в штольне идти, все будет мутно. Я вам покажу сейчас саму штольницу, пройду по ней и поднимусь, здесь находится вентиляционная, и ствол шахты вниз. Посмотрим, от чего от него осталось. Ребят, сначала думаю, тут два камня лежат. Ну, они выглядят как камни обычные. Но он пригляделся, а в камне залита бетонка. Его окошечко маленькое, вон черное пятно. Это какое-то было строение, но очень старое, что от него ничего не осталось. Ветер усиливается. А мне вот по дороге вверх. Ну вот спустя 15 минут я дошел. Машина тоже доезжала до отсюда. Как ни странно. Летом здесь не проехать, тут ручей все размыл всю дорогу. Ну вот, ребята, опокипировался я полностью. Фонарик, камера и еще один фонарик. Ну также у меня запасные фонарики есть, на случай чего. Вот, ребята, я начинаю подходить. Тут он виднеется, как пара выходит. Вот такой вот вход, что ли. Тут все вымыло, тут речка текет летом постоянно от дождей. Камера мутнеет, фонарик замутнел. Ну, как обычно, перепады температур. Ребята, я пока фонарики включать основные не буду показывать те места, где нормально, и буду включать, чтобы они не сели. Перепады температур быстро замерзнет. Впереди вода начинается, про это я и говорил. Мы в тот раз дошли до этого места и все. Дальше не пришлись. У нас не получилось. Ну что, вода, были в кроссовках. Сейчас буду переходить, идти дальше. Ребята, ну он глубокий оказался. Я с краю шел. Блять, я набрал ноги мокрые. Я охуею сейчас идти по этому месту. Нога хлюпает, пиздец. А мне потом еще до машины идти. Вот туда пошел. И вот туда пошел. У меня проблема, тут очень глубоко местами. Я ноги мочу очень конкретно. Зима на улице, ё-моё. Ну все, для вас. Так, посмотрим, что у нас прямо. Тут реально только химзу одевать надо, блядь. Ну вот я прошелся немножко. Тут у нас встречает вот такая заготовка. За ней дальше идет горизонт прямо. Перепады температур ужасные. Мутно на камеру. Проход пошел. Вон тут спуск очень крутой. Я не пролезу туда никак. Ребята, я к какому-то месту подхожу сейчас. К какому-то здоровому залу. Очень здоровый зал.
Охренеть, там высота. Это что такое? Это обвал. Блин, боюсь ближе, вот эти камни какие-то не крепкие. Ну, я дно вижу, ну... Он уходит, он туда. Так это расщелина. Я охренеть. Ни хрена себе, это ж... Это же такое я не видел нигде. Блин, фонарики не передают. Ну-ка, кстати, мой выход имеется, это недалеко, в принципе. Ребят, ну это нечто. Я стоял, слушал, тут так красиво, тут эхо нету. И слышно, прям как где-то там водопад текет или какая-то ручей текет ниже на горизонтах. Я такое подобие видал на Втором Советском, но не в таком масштабе, конечно. Фигово мне фонарики не достают. Я-то вижу на камеру мутно, потому что перепады температуры идет и вообще ничего не видно. Но я над этим работаю, ребят. В скорое время закажу мощный фонарик, который светит очень далеко. Также скоро появится новая камера. И да, ребята, я вам чуть не забыл сказать. Сразу говорю, предупреждаю, ребята, не лезьте в такие места, это очень опасно. Мало чего вас может тут поджидать. Обрушится вход, провалитесь, споткнетесь, наступите на что-нибудь острое. Всегда смотрите под ноги, если вы идете. Но вообще, в одиночку не повторяйте такое, увидите. Я на страх и риск иду. Я в одного. Меня саму палено идти в таких местах, потому что тебя здесь никто не найдет. Понимаете? Кстати, я фонарик сейчас экономлю, я с одним фонариком иду. Ну, это, наверное, какой-то склад был. Опа. Вот, ящики стали с полки. Здесь раньше что-то здесь хранилось. А я вот подхожу дальше. Видно, перегородка здесь стояла. Спуск пошел ниже, вниз. А мне вот сюда вот. Я нашел ствол шахты. Железный ствол. По нему даже можно спуститься. Но, ребят, я этого делать не буду. Даже меня не просите. В каком состоянии, я даже не знаю. Полезешь в одного, и тебя там завалят, и все. Ты уже не вылезешь. Если вы хотите, чтобы я сюда слез, пишите комментарии под видео, ставьте лайков больше. Чем больше лайков, тем больше поддержка. Блин, дымка нифига не видит. За этой дымки плохо видно, качество плохое. Вот, ребята, я вышел оттуда. Прошел я вот оттуда, с той стороны. Там ствол. Мотнулся на такую вот катушку, типа столика, наверное, сделали. А за ней перегородка. Прохода там нету. Думаю, иду. И прикиньте, куда я выхожу. Охренеть, тут высота. Сводов пиздец полнейший. Вот это да. Я нигде такие шахты не видел. А я стоял вон там наверху тогда, получается. Где-то вон там. И смотрел вниз. Я вышел с другой стороны. Ну, туда еще вниз лететь. Мама, не горюй. Слышите, как? Не могу передать вам далеко. Я вижу фонариком, все хорошо, но на камеру мутно передается. Вон фот пошел. Ну капец. Сюда идти нас мощным фонариком, чтобы вам показать. Ставьте лайк под этим видео, чтобы вы хотите, чтобы увидели это место еще раз в нормальном освещении. Это просто опупеть. Тут так высоко. Тут можно многоэтажка, блядь, влезть спокойно, блядь. Решил передохнуть, посидеть на камнях. Да, здесь увиденное просто меня поражает. Тут такие места есть. Ни один фонарик не передает, это очень плохо. Я скоро куплю мощные фонарики и обязательно схожу сюда еще раз. Потому что тут очень много фотов, очень где можно полазить. Ребят, впереди вижу контактные рельсы остались. Вот они висят. Их видно. Здесь был ток. Тут же вот остались проводка.
какой-то мех растет. Я думал, это лед, а это какой-то мех. Вот я пошел еще ниже. Вон еще, смотрите, такой же провал здоровый. Сколько их же их тут. Офигеть! Как тут вода? Он еще выше, бля. Вы посмотрите. О, это мне камера не передает. Ёж ты. Блять, по-любому фонарики покупать. Я-то вижу, в принципе. А вы вот не увидите здесь что. Просто темнота. Ребят, вот ход вниз пошел в том проходу, где провал. Отсюда еще не спуск ниже. Тут просто лабиринт, и я на спуск ниже. Вот такими круговыми движениями. Тут какая-то перегородка бетонная. Мы идем дальше. То есть еще ниже. И там тоже вниз ход пошел. Офигеть. Вот это масштабы. Тут что у нас? Ничего, просто у нас какая-то лавочка сделана. Заходим на такой вот штрек небольшой разведения. И куда он выходит? Ну, как я думал, в завал. Да, тупик. А хотя нет, что-то там виднеется. Так я еще ниже спустился, получается. Я выше на этот обвал смотрел, получается, вон там сверху. Я спускаюсь потихоньку все ниже и ниже. Подпорки стоят железные. Скоро это обрушится свод этот. Подводное озеро. Пожалуйста, вот. Я вон вижу. Вот. Свечи вот заканчивается, вот вода пошла, видите? Не буду здесь спускаться. Времени не так мало. Ходов ужас какой много. Даже не знаю, куда идти, ребят. Вы представляете? Там завалено очень сильно. Прохода нету. Походу я прошел все-таки первый тупик. Потому что дальше много воды пошло. Ну где тут мелко, блять. Сейчас попробую пройтись по боку. Ага, мелко, блять. Не, ребята, все, тупик. Тут слишком глубоко. Блять, я вообще не знаю, ребят, куда идти. Я вот оттуда вышел, вот, спустился оттуда. Туда вход пошел. Ну тут завал. Туда вход пошли, вот налево, направо, прямо. Я даже не знаю, куда идти теперь. Но мне зато здесь заблудиться невозможно. Вот написано выход и лаборатория, что ли? Что это? Пойдем прямо, потом на выход будем идти, будем заходить вон туда. Сейчас пока все время прямо. Я дно, правда, не вижу. Хотя вам видно все. Посмотрите, это главная артерия получается. Она идет на выход к главному входу. Вы прикиньте, я вышел на горизонт. Здесь раньше ездила вагонетка. А вот рудоспуски. То есть здесь загружались вагонетки. Она руда посыпалась сверху. Сыпалась, то есть сверху получается. Вот. Воздух подавался с компрессора. Вагоны здесь загружались. Найду фотку какую-нибудь более-менее свежую в интернете. Представлю вам, что вы поняли. Вот такой он выглядит. Конечно, его спилили уже. Я не знаю, куда идти, ребята. Тут очень много ходов. Я очень далеко спустился. Я уже не знаю, где выход, ребята. Я вам серьезно говорю, блядь. Я не знаю, как буду искать его. Это просто трэш. Я в одного спустился в штвольную, уже спустился по нескольким горизонтам вниз. Я никогда такого не делал. Ну, пожалуйста, еще какая-то. Еще у него стол вниз. Но он больно, конечно, завален уже. Офигеть. Сколько тут мест.
Ну, проход пошел дальше. Сейчас посмотрим, что дальше. Стоит мне туда залазить, не стоит. Белазовская покрышка валяется. Ребят, ну я тут все-таки туда залезу сейчас. Портфель оставлю здесь. Не, ребят, я туда не полезу, что-то подумал, лезть туда. Там есть проходы, и вот здесь есть проход. Но я это оставлю на будущее видео, когда я сюда вернусь еще раз. По-любому с мощными фонариками, чтобы здесь не заснять еще. Я иду по главному туннелю. Отсюда вывозилась порода. И она идет к главному входу. Я его прям не вижу, там туннель, можно идти очень далеко. Даже имеются здесь развилки. Что тут? Тут походу дизельная находилась. Или подстанция. Потому что здесь вот... Да, вот для кабелей. Подстанция была. Какая-то херня белая, непонятно. Я нашел склад. Туда загналась вагонетка. Документация осталась старая. Вся сгнила. Камера мутная. Вот. А, это картонки вышли. Пец, как ее не вынесли отсюда уже. Похоже, я видел на АХБ. Документация старая остались, видно. 73-й год, что ли, написано. 9 декабря 1973 год. А это 93-й год уже. 18 октября. Базисная, старшая апрель. Узлов ВА. Нарядные. Взрыв 4 часа здесь получали. Здесь сидел типа охранника, кладовщика. Здесь ходились взрывные вещества. Маркировать только КД. Что там непонятно. Вытяжка даже осталась, ребят. Нифига себе. Опа. А это график какой-то. Так, кто ответственный был или кто получал? Непонятный нас. Фу, блин, надписи. Заговорился уже. О. Эти как наполнители. Взрывчатые вещества вставляются, это как я забыл своих. Аммонит, вот. Вспомнил. Здесь у нас тупик. И была тут вытяжка. Я реально иду в каком-то бункере, блядь. Хотя это что ли? И заканчивается она не строем всяким. Развалины конкретно. Стол остался. Опа. Ребята, прикиньте, как я мог сократить этот путь. Помните, я вам вначале решетку-то показывал? Лестница ходовая. Вот она идет сюда. То есть, если хотите сократить путь, пожалуйста. Она идет до самого низа. Вот она. Лестница эта. Я сверху ее снимал, показывал.
Вон там, видите, туннель идет. Я шел по нему в ту сторону, уже прошел 42 километра по нему. Вот еще одна дизельная. Перешел и еще один штрек. Тут текет целая речка. Выход, стрелочка. Как видите, здесь туннель затоплен. Вода текет. Ну-ка, я чувствовал, нашел. У меня фонарик светится. Это печально все. Ребята, я вижу выход наружу. Офигеть. Вон выход наружу. Вентиляция. Я уже далеко ушел на выход. Чувствую, свежий воздух идет откуда-то. Нашел такую вот станину. Перегородка куда-то вот ведет. И вот такое вот оборудование, какие-то вон задвижки. Что-то было непонятно, ребят. Тут ручей-то текет, я иду вот по ручью. Вот прям тянет прям свежим воздухом. Прям конкретно. Там все затоплено. Дует очень сильно отсюда. И стрелочка написана была здесь выход. Иду туда. Если я там выхода не найду, буду выбираться тем же маршрутом, который я шел. Примерно я запомнил, куда мне выходить. Вариант печально, вообще просто печально. Глубоко, слишком глубоко. У меня сапоги вот такие вот маленькие. Это мне сейчас идти 2 километра обратно, потом повернуть и пойти в другую сторону. Ну что, пошли. Выхода у меня нет, мне искать выход срочно надо. Мне на газе нельзя, мне полные сапоги. Нахожусь я в самом низу, на самом нижнем горизонте. Я свет видел на лыжу, но я туда никак бы не поднялся. Сапоги кому надо? Аляски. Вот мой ориентир был. Я вот нашел. Там вот он идет главный туннель. А мне он туда наружу как-то выходить надо. Вон круговое движение пошло. Вот сижу, отдыхаю на перекуре. Весь грязный, мокрый. Вот сижу на перекуре. Сзади меня вон своты идут. Фонарики я потушил. Сижу с одним фонариком. Ну, там где-то мой еще фонарик запасной. Ребята, поддержите меня, пожалуйста, лайком, комментарием. Напишите, как вам видео вышло вообще. И не забывайте подписаться. И вот я вот сижу в стволе. Сзади меня что-то капает. Вот. Скоро закажу нормальный фонарик. Мощный, который будет все видно. И новую камеру. Коплю на новую камеру, ребят. Когда вот так сидишь в тишине в одиночестве, так палевно. Сидишь, не знаешь, что тут вообще. Ну, тишина полная, только капли слышно. Вообще здесь ничего не слышно. То есть бояться тут нечего, в принципе. Это что, блядь, было? В принципе. Ребят, что только что какая-то пищала, блядь. Только что начал в этом херне говорить про нормально, блядь, когда там, где я только что был, блядь. Пиздец.
Ладно, ребят. Пошел искать выход. Выход я знаю, где он. У меня напротив, я сижу, написано стрелка выход. И на улице уже начну снимать. Если, конечно, еще местами иду какие-нибудь новые, где я не заходил, я зайду, поснимаю еще. Ну, блядь, фонарики садятся очень быстро, блядь. Пиздец полный. Ни хрена не видно. Вы сами посмотрите, какое качество видео идет. Ребята, выход мне вон туда наверх подниматься. А помните, я говорил, что здесь развилка пошла? И когда много развилок, я вот так стоял. Я думаю, туда прогуляться сейчас. Прошел я 5 метров где-то. Я увидел вот это. Это ствол. Вниз или что-нибудь подобие такого. Ну да, нижние горизонты затоплены. Посмотрите, вон какая глубина, там все он зеленый светится. Получается тот ствол, где он виднеется, вон чуть-чуть. И прямо такая штрек прошел. И прикиньте, куда я спустился. Я спустился к подводному озеру. То есть я вон там наверху только что был, вот недавно вот. Вот подводное озеро. Даже видно, вон шпалы стали железные. Смотрите, какие ходы пошли. Однами ствол. Вот такой вот. А, ну я вышел к нему же. Только с другой стороны. Капец там глубина. Только что я вон там на тех камнях он был, вон виднеется. Камера опять замутнела. Зараза. Вот дно прошло, все. Ушло в глубину. Вагонетка ездила. От нее он рельсы остались. Только куда-то она ведет. Опять. Какой-то очень здоровый зал. Охренеть. Тебя. Я даже фонариком не достаю, блядь. У меня мощный фонарик такой далеко светит, на камеру не... Если... Да ну нафиг, вы на камеру ничего не увидите. Ёп. Тут высота пипец просто. Вот вода, еще одно озеро. Вон рельса в воздухе висит. И просто... Ну, капец просто глубоко, очень. Офигеть. Вот это красота. Вон еще одна шпала. Ладно, ребята. Буду выходить наружу. У меня камера запутнела. Линза запутнела. Фонарики подсели. Фотографии ужасное качество выходит, потому что линза запотела. Все. Сюда надо возвращаться с мощными фонариками, это факт. Если вы хотите, ребята, чтобы я сюда вернулся еще раз, чем больше лайков, тем больше ваша поддержка. Пишите в комментариях об этом месте, и я обязательно сюда вернусь. Подготовлюсь, только уже нормально. Тут тоже какой-то был спуск руды на вагонетке. Он что такого-то один, единственный. Шел, нифига себе такую находку нашел, аж с диском. Кому на запаску надо. Колесо такое. Ребята, я уже тут хожу, я не знаю, сколько времени хожу. Тут лабиринтов очень много. Оттуда я сейчас такой что перелез. С той стороны вот так вот. Перелазю и смотрю, тут просто покрышек тьма тьмущая. Целый склад. Воняет этой покрышкой, ну ужас, блядь. Резина такой. Старая, блядь. Капец, вот это размерчики. Ладно, ребята, все, я выхожу на выход. Все, смысла снимать я не вижу, все. У меня ничего не видно на камеру, плохо. Я-то вижу вживую, все хорошо. Вот вы не видите, это плохо. Просто так ходить тупо снимать, это бред полнейший. Я лучше оставлю это
нормального качества, когда я верну сюда еще раз. А вот это поворот. Блин, плохо отсвечивает. Нет, ребята, это не старые следы, прикиньте. Где-то шел. Натоптана свежая тропинка. Я иду по звериной тропике. Кабан. Он на меня бежит. Ёб твою мать. Сука. Иду, разговариваю, просто кабан. 10 метров от меня. Не, ребят, я туда не пойду, слишком опасно. Он, блин, на меня смотрит. Я его вижу. Я не успел камеру достать просто. Включить. Вот следы чьи были. Кабана. Свежие прям. Нет, ребята, не получится показать ствол, если он кабан, это есть кабан. Он большой. Он у него зрюбый. Мало кинется на меня. Он может и не один здесь быть. Вот, посмотрите. Вот следы свежие. Смотрите, вон он. Не, ребята, я не пойду дальше. В следующий раз. Тут проходишь немножко и вот так вот. И будет. Что ли? Ребята, нахуй, нахуй. Ну что, тут вышел, сука. Вышел прям на дорогу эту. Я хотел выше подняться, опять камеру, блядь, не повезло. Блядь, он на дорогу вышел на меня и рванулся на меня. Он куда-то остановился, походу. Ребят, ну это полная трешна. Я не знаю, бежал тут только что. Я слышал еще один. Они прям только что вот тут только что вот бежали. Сверху грюкали. Они выбежали опять на эту тропинку, блядь. Они что, меня преследуют, что ли, блядь? Я не знаю, ребята, я думаю, сейчас я шучу, блядь. Следы свежие, думаете, я наделал, блядь? Я просто камеру не успел включить, блядь, в этот момент, когда он выбежал на меня, блядь. Причем дважды, блядь. Я не знаю, сейчас шуриком бегу к машине, блядь. Сажусь и уеду отсюда. Ребята, полный трэш, конечно. Ребята, ну вот я вернулся в машину, сел я уже. Приключения оказались очень впечатлительные. Поездка оказалась хорошей. Я для себя нашел новое место. В будущем я планирую сюда вернуться с нормальным светом, с нормальным оборудованием. Мне надо такое осталось только подкопить денег и купить. Скоро я куплю новый свет, фонарики мощные. Заказываю камеру новую, хорошую, которая снимает в отличном качестве, ночной режим. И буду заново обследовать эти места. Но место очень впечатлило меня, когда вот это круговое движение было по кругу, посередине вот это обвалы, спускаешься ниже, там озеро. И этих мест там было аж 3 штуки, я их запомнил. И это все круговым движением так шло, как в бункере. Спускаешься до горизонта, спускаешься. Можно, конечно, по стволу спуститься, но можно было так по дороге, конечно. В одиночку сюда вообще нет смысла идти. Это очень опасно, ребят. Не повторяйте такого. Особенно, когда я увидел кабана, это было дико вообще. Дикое животное могло на меня напасть просто, и все. И я бы от него не убежал. В сапогах скользких, да куда я бы не убежал. Так что, ребят, ходите в компании, подготовленные, с нормальным освещением. Не забываем подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. А также подписаться на мой инстаграм, все ссылки будут в описании. Всем до скорого, всем пока.